О проблемах яхт-клуба «Амра» в компании «Аквафон» узнали из СМИ. Тогда о нехватке инвентаря, в частности парусов, журналистам рассказал тренер клуба Константин Стратилов. Поддержать единственный в нашей стране яхт-клуб, в котором занимаются взрослые дети, «Аквафон» решил сразу. Но сделать это первый оператор сотовой связи захотел не совсем обычным способом. Мы надеемся, что с нашим таким первым шагом развитие яхт-клуба пойдет вверх, ввысь, и мы сможем подарить детишкам ту радость, которую они испытывают во время прогулки на яхтах. 7 парусов заказали в Санкт-Петербурге. Пошив и доставка в Сухум обошлись в 200 тысяч рублей. Понимая всю важность и непрерывность проведения занятий, которых на долю ребятишек за год и так выпадает не очень много, «Аквафон» предложил помощь. Яхт-клуб с удовольствием ее принял. Есть лодки, на которые просто парусов и не было. Мы лодки нашли старые, а парусов не было. На сегодняшний день, по крайней мере, в данный момент, кто присутствует, они счастливы. Угодили, это мало сказано. Торжественную церемонию превратили в детский спортивный праздник. Регата на яхтах собрала множество зрителей и гостей, среди которых были и подопечные благотворительного фонда «Керас». Получилось собрать 10 детей, которые живут в городе Сухум. Привели их сюда сегодня. Мы не расстроились, что не получилось провести мероприятие 1 июня, поскольку все равно наши дети имеют возможность участвовать. Также нам была обещана возможность обучения наших детей в яхт-клубе «Амра», поэтому в скором времени мы придем и будем учиться с остальными детишками. Наши дети на самом деле уже привыкли, что мы постоянно вводим их на какие-то мероприятия, и они привыкли, что там, где «Керас», там и «Аквафон». Поэтому для них уже не удивление. Когда они слышат, что намечается какое-то мероприятие, они могут нам позвонить и сказать: а мы пойдем, а вы нас возьмете. Открытие летнего сезона 2018 состоялось. «Аквафон» подарил детям по-настоящему зрелищный праздник. Здесь и аниматоры, и фотозоны, специально оформленные в морской тематике, и, главное, любимые детские сладости. Нисфа Аршбамра, Зарандия, Роберт Ломи. Абхазское телевидение.